Выращивать натуральную клубнику круглый год. Такую цель поставили перед собой аграрии из Кантышева. И уже четвертый год тепличный комплекс радует жителей республики и не только сладкой ягодой. Ровные грядки клубники здесь раскинулись на 1 гектаре. Всего в 2 отсеках тепличного комплекса растет около 80 тысяч кустов. В одной части клубника посажена в 2 ряда, в другой же в 1. Все зависит от сорта и особенностей производства. Годовой объем у нас порядка 25-30 тонн в год. В принципе, пока нас это устраивает, но есть куда двигаться. Это не предел. Очень много, конечно, времени уходило на то, чтобы отладить производственный процесс, наладить технологическую схему, наладить схему реализации, наработать клиентов, которые мы будем работаем уже и в России, и здесь, в республике. Вот 3 года ушло упорного труда именно на этом. С одного куста набирают порядка полкилограмма сладкой ягоды. Выращивают тут в основном 4 сорта итальянской и голландской селекции. А умная техника сама регулирует температуру, влажность и уровень света в теплице. Автоматически здесь проходит распыление частиц воды, а если температура поднялась выше 24 градусов, открываются форточки и поступает свежий воздух. Также и подпитывают водой за счет машин. Капельное орошение дозированно подает необходимое количество влаги. Ягода очень капризна, и потому уход за ней особый. Работают сотрудники теплицы в спецодежде и заходить за техническую зону не разрешают. Даже агроном старается реже туда заходить и на мониторе контролирует процесс. Условия созданы, оптимальные, да, то есть здесь стоит полностью автоматический климат-контроль, то есть влажность, температура, освещение, соответственно, поливы. Рассаду покупаем у ведущих иностранных поставщиков и производителей. Мы пока еще находимся на стадии экспериментов, поэтому это бывает либо Италия, либо Голландия. В перспективе хотим попробовать выращивать рассаду сами. Никакой химии. Это правило тут превыше всего, начиная с посадки ягоды. Для опыления специально завозят пчел из Израиля и маленьких жуков, поедающих вредителей. Необходимость закупки расходных материалов нынче серьезно бьет по капиталу предприятия. Практически все товары за последнее время подорожали, начиная от посадочного материала и грунта. Некоторые системы, например, очистки воды, эти все системы, цены все увеличились от 50 и до 100%. Например, по системам очистки воды используется химический реагент, который удаляет из воды гидрокарбонаты. Вот этот один реагент, если он раньше, например, в рублевом эквиваленте стоил 7 тысяч рублей за единицу, это канистра 20-литровая, которая нам примерно хватает на 2 недели работы. А сегодня мне пришлось ее закупить за 15,5 тысяч. Это один пример. Грунт. Мы покупали, например, грунт по стоимости $3.03 за мат. Сегодня цена повысилась до $5,5. Несмотря на это, клубника – один из немногих товаров, цена на который не выросла. Производитель, наоборот, в летний сезон снижает стоимость. Учитывая, что в стране мало опыта по выращиванию клубники, ингушская теплица занимает видное место среди тепличных хозяйств страны. А клубника, выращенная в республике, поступает на рынки не только Ингушетии, но и регионов округа и даже Москвы. Предприятие может на 100% покрыть потребность Ингушетии в этой ягоде. Округ, конечно, мы обеспечить не можем, но по запросу республики, в принципе, закрыть мы можем. Собирают урожай раз в несколько дней. Сбор ягод – один из немногих процессов, который не автоматизирован. Механическим рукам не заменить человеческие. Этой работой занимаются около 10 сборщиков, в основном женщины. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов, Новости 24.